Киргизии был убит уйгурский бизнесмен Гафур Абдурахман. По информации киргизских СМИ от 19 октября, полиция сообщила о задержании 8 подозреваемых. Несмотря на наличие всей документации, подготовленной киргизским правительством, тело бизнесмена, доставленное на блокпост Тограк для дальнейшего перевоза в Восточный Туркестан и захоронения на родине, китайские пограничники отказались в выдаче разрешения. По этой причине Гафура Абдурахмана похоронили на одном из кладбищ Киргизии. Глава информационного центра Восточного Туркестана Абдуджалил Каракаш выступил с заявлением в связи с данной ситуацией. Нетрудно догадаться, кто стоит за убийством Гафура Абдурахмана. При каждой возможности китайские власти продолжают убивать уйгурских бизнесменов и интеллигентов. Я призываю международное сообщество и наших киргизских друзей провести совместное расследование загадочного убийства бизнесмена, а также выражаю соболезнования родным и друзьям Гафура, заявил глава информационного центра. Администрация Китая объявила о новом пакете поддержки для китайцев, которые хотят приехать в Восточный Туркестан из внутренних провинций Китая. Пекин предлагает привлекательные предложения для миллионов китайцев, готовых перебраться в Восточный Туркестан, предоставляя им самые лучшие условия жизни, всевозможную поддержку и 50 акров земли. Кроме того, по сообщениям Туркестан Пресс, в случае брака с уйгурами, в дополнение к земле китайцам будет выделена безвозмездная денежная помощь в размере 70 тысяч юаней. Президент США Дональд Трамп заявил, что в поэтапном торговом соглашении с Китаем достигнут прогресс и подчеркнул, что подписание соглашения может состояться в следующем месяце. Выступая в Белом доме, Трамп сделал следующее заявление. «Думаю, мы можем подписать законченный документ по первому этапу». Торговый представитель США Роберт Лайтайзер сообщил, что остались некоторые незавершенные моменты данного соглашения, которое, по его словам, будет подготовлено к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, которое пройдет в Чили. На севере афганской провинции Кундуз произошел теракт, ответственность за который взяли на себя боевики «Талибан». По сообщениям главы департамента полиции провинции Кундуз Абдурашида Башира, в результате нападения десятков боевиков в районе Али-Абад погибло 16 сотрудников сил безопасности. В ходе перестрелки было обезврежено большое количество боевиков. Операция против «Талибан» продолжается. Реджеп Таип Эрдоган и Владимир Путин провели в Сочи личные и совместные переговоры с делегациями двух стран. Выступая на пресс-конференции, организованной после переговоров, Эрдоган сообщил, что было достигнуто важное соглашение относительно территориальной целостности Сирии, политического сотрудничества и возврата беженцев на родину, и заявил, что все террористы отряда народной обороны, являющегося вооруженным крылом партии Демократического Союза, покинут Тель-Рифат и Манбидж. В свою очередь, Путин напомнил, что неоднократно заявлял, что относится с пониманием к действиям Турции, намеренной обеспечить безопасность своего народа.